السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Тина хватсал. Митлеп хогolфок рачун руго тура Россия халт уруги имамзави ругеле. Северо-западный округин авхатулде. Ценги Мурманск, Калининград, Псков, ценги Великий Новгород, Выборг, то финазу граница, ценги Коми республикалса имамзави руго. Ценги хинис сабидруги алуқхави ассалама халтуқхави руго. Ценги об онқшугу қвани нетлеросу тлукену хел. Ценги со определенный курс алжа проходи таруа. Ценги рак алткумук ана хизул цоясе раитлесха. Жақакани кашайзе рик адасрачун гируйлу. Ценги бишундик ада колан хеб Калининград. Калининград асло имаму гани нетлердина суаца Абдулла. Ценги Абдулла раитлер нетлеца. Ханч квартиру чай кидго постоянно урус алкашару кондолха. Цегито мару алкашан абур мехар цуда рухун хичко что букони ханч вот профицин беолха Абдулла вот кани урус ал вот кани мару ал. Ценги хал имам забирудин алватса муфтият ал квартирит ара ценги анцлоги анцишшугоги қогоги сон уже квартир қизан хималгон уже дура химал харун дура чахи алун дудинан руг имам забируго خلاص هزول دعواتك هبول حلط إجي خلاص قبولها بيجي خد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие, уважаемые братья, уважаемые община джамаат, в первую очередь просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в этот благословенный пятничный день, чтобы Он принял все наши поступки, хорошие, благие деяния, наши благие намерения, чтобы Аллах Всевышний, скрыв недостатки в этих поклонениях, богослужениях, вознаградил нас с вами многократно в обоих мирах, простил наши с вами большие и малые грехи, нашу халатность, оплошность, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля сохранил нас от попадания подобных грехов. Далее просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы укрепил нашу стойкость религии, чтобы мы твердо соблюдали повеление Творца и также остерегались Его запретов. Далее мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам крепкое здоровье, чтобы мы могли Всевышнему Творцу поклоняться полноценно, качественно. И также искренне просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он сохранил мир, спокойствие, братство, единство, уберег от военных действий нашу страну Россию, особенно нашу республику Дагестан. И поскорее, чтобы завершилась эта специальная военная операция, и все участники, которые сегодня находятся там, вернулись живыми и здоровыми к своим родным и близким. В первую очередь, дорогие мои уважаемые братья, хочется воздать хвалу Всевышнему Аллаху, Альхамду лиллахи Раббил Алямин, хамдан юафи ни'маху ва юкафи мазида, за те блага, за те ни'маты, которые Он нам даровал. Одним из которых является то, что Аллах Субханаху ва Тааля даровал нам особенности нашей республики, праведных, богобоязненных наследников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые днем и ночью переживают за нас, за наших детей, за наше будущее, за нашу страну, за нашу республику, да так, что заботясь, переживая о нас, постарались несколько десятков лет тому назад отправить молодых выходцев из Республики Дагестан, которые обучались в исламских университетах в регионе России для того, чтобы помочь нашим братьям и сестрам, которые по воле судьбы оказались в различных республиках, в различных регионах нашей страны. Алхамдулиллах, за это Всевышнему Аллаху хвала. И мы также, имамы, которые сегодня здесь находимся среди вас, дорогие мои уважаемые братья, благодарим Всевышнему Аллаха за это благо, ни'мат, за то, что Аллах Субханаху ва Тааля нас выбрал для этого. Есть очень много достойных алимов, богобоязненные
с глубокими знаниями ислама, но Аллах Всевышний выбрал нас. Мы благодарим за это Всевышнему Аллаха, то, что Аллах нам дал эту возможность. Также я хочу поблагодарить от имени нас всех имамов, которые сегодня находятся тут, в этой мечети, в этом селении Дилым, за то, что вы нас приняли. Большая благодарность нашему имаму Казим Хаджи, который сегодня нас сюда пригласил. Дорогие мои уважаемые братья, цену блага, которые Аллах Всевышний даровал нам, можно понять лишь тогда, когда мы потеряем это благо. Но нам же лучше понять, пока это благо у нас находится, пока Аллах Всевышний нас этого блага не лишил. Многие из вас, сидящих здесь, конечно же, были в регионах России. Но мы, как имамы, находимся, как сказал наш имам, 10, 15 и 20 лет за пределами Республики Дагестан и стараемся проводить воспитательную, духовную работу среди выходцев, в основном нашей республики, ну и, конечно же, в целом среди всех мусульман. И поэтому, находясь там, мы остро видим, ощущаем тот ни'мат, то благо, которое имеет наша республика. Выходцы нашей республики, которые не ценят. Особенности это касается в духовном плане. Мы знаем и много раз слышали хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что алимы, богословы являются наследниками пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Наша республика, альхамдулиллах, она богата этими алимами, именно наследниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тому примером являются наши духовные наставники, наш духовный лидер, который переживает за всех нас, старается для нас создавать условия для того, чтобы мы объединялись, духовно обогащались, очищались, стали поклоняться Всевышнему Аллаху искренне. И для этого создаются все условия, альхамдулиллах. Аллах Всевышний Субханаху ва Тааля в Священном Коране говорит: если вы будете благодарить меня, я непременно увеличу для вас эти блага. Но далее Аллах Всевышний говорит: если вы не будете благодарить меня, я лишу вас того блага, которым вас наделил. Поэтому пусть Аллах Всевышний убережет нас, чтобы мы лишились этого блага. Пусть Аллах убережет нас от этого. За эти 10-15 лет, которые мы находимся за пределами Республики Дагестан, мы видели очень многое. То, что творят наши с вами земляки, которые выезжают за пределами Республики Дагестан. Альхамдулиллах, наша республика населяет более 90% верующих людей, ну, из числа мусульман имеется в виду. И наши дети, которые выезжают за пределы Республики Дагестан, находятся в разных регионах России. К примеру, Калининграде, Великом Новгороде, Пскове и других регионах России. Выезжая за пределы Республики Дагестан, в качестве военнослужащих, в качестве строителей и других видов занятости работ, наши земляки позволяют себе, к большому сожалению, делать такие поступки и действия, которые они себе не позволяют именно в своих селах, в своих городах, которые себе не могут позволять, там они себе этого позволяют. Это очень печалит, очень огорчает. Эти наши братья, которые выезжают из Республики Дагестан в другие регионы, они же не чужие люди, они же наши братья, они же наши сыновья, наши дети. Поэтому наша с вами, дорогие мои уважаемые братья, обязанность, когда они выезжают в эти регионы, им напомнить, чтобы они старались соблюдать рамки, границы мусульманина, которые Всевышний Аллах установил для верующего человека.
чтобы они соблюдали их. Ведь каждому из нас приятно сегодня, в каком бы уголке мира и находился бы наш земляк, выходец из Республики Дагестан, если он что-нибудь хорошее совершит, находясь здесь, в республике, даже если он не наш родной и близкий человек, сердце радуется, приятно становится. Мы становимся гордыми за этот поступок, который он совершил. Поэтому нужно постараться, дорогие мои уважаемые братья, побольше делать наставления со своей стороны, как родителей, как братьев, родных, близких людей, нашим с вами братьям и сестрам, которые выезжают за пределы Республики Дагестан. Такой небольшой насихат ему сделать, чтобы они посещали мечети, чтобы они соблюдали те обязанности, которые Аллах Субхану ва Тааля возложил на нас, как на мусульман. В этом наше спасение. 2010 или 9 и еще раньше, в моей памяти 10-11 год, достопочтимый шейх Саид Афанди Каддасаллаху сирраху, который, кстати, во многих маджлисах я сам слышал, как хвалил, хорошо отзывался о вашем селе, о вашем джамаате, о ваших родителях, матерях. И он их хвалил, то есть вас он хвалил за то, что вы приносите пользу для нашей республики, для религии ислам, не только на территории Республики Дагестан, но и за ее пределами. И особенно хочу подчеркнуть вот то, что Саид Афанди Каддасаллаху сирраху хвалил вот ваше село, джамаат вашего села. Во многом, даже могу сказать, именно первая причина этому – покорность имамам, которых назначает муфти Ахмад Афанди Каддасаллаху сирраху. Именно покорность имамам, которых он назначает. Из-за этого Саид Афанди Каддасаллаху сирраху вот хвалил вас, ваше село. Он изъявил желание позаботиться о наших с вами земляках, которые выехали за пределы Республики Дагестан. И вот с 2011 года многие из нас, сидящих здесь имамов, сегодня находятся за пределами Республики Дагестан. Стараемся по мере сил возможностей чем-то помочь, как-то наставить их. В этом, дорогие мои братья, нам помогает духовная связь с нашим духовным лидером, муфтием шейхом Ахмадом Афанди. Именно то, что мы находимся в этой цепочке. Это нам помогает, это нас спасает. Дает нам силу, духовную подпитку, чтобы помогать нашим братьям и сестрам, которые находятся за пределами республики. Эту любовь и заботу, которая у себя находится в сердце, он передал через муалимов, мутаалимам нам, чтобы мы старались хотя бы что-то сделать для религии ислама. Поэтому за это тоже мы благодарим Всевышнего Аллаха многократно, хоть и не можем достойным образом благодарить Всевышнего Аллаха. Также, дорогие мои уважаемые братья, хочу сказать, чтобы каждый из нас, который сегодня находится в этой прекрасной мечети, в этот прекрасный пятничный день, делали намерение по мере сил и возможностей стараться еще больше, еще лучше что-то полезное сделать для нашего села, для нашей республики, для религии ислам и в целом для нашей страны. Потому что мы не знаем с вами, сколько дней отведенных в жизни осталось для нас. Сегодня или завтра, или послезавтра мы уйдем из этого мира. А то, что нам принесет пользу, дорогие мои уважаемые братья, то, что мы оставим после себя. Очень много, алхамдулиллах, достойных братьев есть, именно выходцев из этого села, которые оставили хороший след своей истории. Именно помогая исламу, находясь рядом с духовным лидером, муфтием, алимами, имамами, которых он назначает, находясь рядом с ними, старался делом, словом помогать быть полезными. Поэтому у нас тоже есть эта возможность, алхамдулиллах. Нужно постараться
сделать намерение и что-то полезное сделать. Если мы не можем что-то полезное сделать, хотя бы не мешать. Хотя бы не мешать. Дорогие мои уважаемые братья, также хотелось бы, пока не забыл, передать большой салам от нашего джамаата Калининграда вам всем братьям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. У нас джамаат небольшой, конечно, как этот джамаат, такой он небольшой, но пятничный день приходят примерно 800-900 человек для того, чтобы совершить коллективный намаз. Большая часть молится на улице, потому что у нас мечеть не такая большая. У нас, алхамдулиллах, в Республике Дагестан возле каждой заправки есть место, где можно намаз совершить. В селе, в одном, вот, к примеру, в вашем селе несколько мечетей есть. Джума мечеть и еще, как говорят, авал машкид. Такие небольшие мечети, в которых могут собираться намаз делать. А в регионах России не везде мечеть есть. И некоторые братья, хочу подчеркнуть, для того, чтобы совершить утренний намаз джамаатом мечети, оставляют расстояние 15, 20, 30 километров. Расстояние оставляют для того, чтобы прийти на коллективный утренний намаз. Чтобы прийти на обычные намазы, стараются приходить, именно находясь там, в этих регионах. У нас, алхамдулиллах, скажем так, под носом, как говорится, находится мечеть, и мы с вами немножко проявляем халатность, не приходим для совершения коллективного намаза, когда у нас есть возможность. Когда у нас это есть возможность. Поэтому цените, дорогие мои уважаемые братья, тот ни'мат, который мы имеем в нашей республике Дагестан, как мечети, как мадраса, как места, где приносят нам пользу, где дают нам знания ильму, и также за наших имамов, за наших алимов, и, конечно же, особую благодарность и ценность мы должны проявлять за нашего духовного лидера, муфтия шейха Ахмада Афанди, каддасаллаху сирраху, который, как вначале мы говорили, который переживает за всех нас, не только за жителей Республики Дагестан, но и за ее пределами. Пусть Аллах Всевышний вознаградит всех нас многократно за наши труды и старания. Пусть Аллах Всевышний простит наши грехи, оплошности. Еще раз, дорогие мои уважаемые братья, выражаем вам благодарность за то, что приняли нас. Пусть Аллах будет доволен вами. Пусть Аллах в ваших сердцах, в наших сердцах увеличит любовь, таква и привязанность к нашим имамам, исследование за имамом. Пусть Аллах Всевышний увеличит нам. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. Абдулла Цвицарлосан дица, цо таджубайл динатлоцал, цо маджлисал домихав Саид Афандиас, домихав тобук ана сириал да рагбай бихар замаха. Анчебук инкол агаш агаргу, что меклис куаратани киязарада ичабил сумушебук ара. Сириал рагбай бихар бихар. Саид Афандиас маджлисал да авуна чека дубаду питна бай бихумугин авун добдила нитлерхани бги бачим бехулин авоха нитлерхани расиолтха. Хаду достоб аму хадусан муфти кудиас хадусан достеhi хумуго то хепитна нитлерхани брасиолт бачим чубук инхани нитлет ширун арис курфа нитлет бар ширун бугин авоха. Сенги кудиас досте амуго Саид Афандиас раджан нитлетса нитлер улук хаби хат салар улук хаби расиолт ритлин دعوات هسي نتلر عدم الخمر بك الله يشفو حالت إذن أبو قاتير أرم توبات سنجي دوزي قرارة مهاري تسكنجي هنشانجي رسيل بوغو نتلر خمعرو وروغو توكي ناتسي بيروغو مهاري تنتجكو عروس ورو تشابي راتشارا مهاري تنتجكو دوزو تيمو جيروغو قودية العرصة هاش نتلر إمام زبس سنجي هبرا قلبي حالت إيهابول دو بخا مهاري تسكنجي تيمير هبول متصار تزبوك سنجي قلهو الحم هبزبوك تشيوك تزبوك تشوري زبوك مولد هبزبوك دود إنجوي لي روك إنجي نتلر شهازو أورغي لهبون سنجي سعيد أفنديز قودي سسيرو أموغو نتلر قوار شاي دوري ريتقلين أموخا دول دستنخ باي بيخان سنجي مفتي قودياز علوق خبيط قات إريت إسخا قات إريت إز
Хансин более-менее дуба положение бугу лика, но доме как ритм мехат. Можете представить себе, например, Владивосток албевит угу дуат шилниги халару. Цинги чанги случай бук она, но чанги шилхат, so киго случай Никлер вас, например, Екатеринбург дуит ара, но дол заман дол телефон алги WhatsApp алги хеч заман хаду, дол аб кнопочный телефон рак кар заман. Аж дуаук цоест хабар хабун хадин чи хинивит угу стрети таве алабабин ам дол дан дуач инчкоха анк дар муфтия таквит арвасас вокзал одмана дуагу вега вақсоса цо анк Hedin случай герук андинес WhatsApp. Бицин кане эмержо бицин беула Hedin ансенги доб замамун ансенги расиелса даже игилалде улукхаби инари замаха доб сириалде рағизин абун хадин додин Хаж мисалатли Саид Афандиас муфти кодиас халқи хабичани шақа Россия го Никлер улукхаври мажгит халда вахаби герук унан имам забилфун жамаат герук унан хизб қосинаро هله دينا خراسيل ده هله هبتين خسر هبيل تاد سنجي حالت إيه هبوم دينا فوتسال مثل أستار زوات الله هزي ساختي جتلقي هزانا قريتلين نتلي توفيق جتلقي خلاص